Чи працюють такі відомі одеські контрабандисти, королі контрабанди, як називають їх Вадим Альперін, Віктор Шерман та інші особи? Що, власне, робити з ними? Яка там ситуація у вас? Спасибо. Мне почему-то каждый раз задают примерно одинаковые вопросы, а работают они или нет. Я не знаю насчет них лично, но знаю, что работает все, что работало раньше, потому что основными бенефициарами этих схем, о которых мы говорили, вот коллеги мои, Анатолий Викторович уже мною, это являются те же силовики, которые, если раньше были службы безопасности, нацполиция, прокуратура, то сейчас еще подсоединилась какая-то часть Государственного бюро расследований. И таможня является лишь администратором этих схем, которые выполняют указания. Когда вы задавали коллеге вопрос, кто должен бороться с контрабандой, ну, допустим, почтовые посылки, тот, кто позволяет ей функционировать и кто создает спрос на эти контрабандные схемы, к сожалению. Я хочу озвучить и поддержать коллегу по поводу того, что должна быть фискализация всего, что можно реализовывать на внутреннем рынке. Пока этого не будет, будет спрос на такие схемы. Это мое личное мнение. И буквально несколько комментариев хотел озвучить по поводу того, что происходит. Анатолий Викторович говорил по поводу необходимости изменить законодательство и того, что все назначения Игоря Михайловича Муратова, к которому я хорошо относился и знаю как действительно профессионала, но который, к сожалению, пребывая на должности, разочаровывает все больше и больше, не знаю, по своей воле или нет, что все процедуры назначений по постановлениям Кабинета министров Украины нет необходимости согласовывать с Министерством финансов. И то, что сейчас происходит, когда Муратов хочет построить вертикаль власти, добиваться каких-то решений, а Минфин ему говорит: «Оставь моих людей», это, к сожалению, смех и обесценивание тех людей, которые сейчас... Мы все ждали, что придут профессионалы, но пришли профессионалы, неизвестно, что лучше, чтобы были новые поколения в лице там, Макса Нефёдова, или вот то, что сейчас происходит. Потому что происходит, к сожалению, не очень хорошие вещи в отношении белого бизнеса. Коллеги тоже уже озвучили, в отношении которого поднимают просто платежи. Это как в фильме там, «Чиполлино», проливной дождь громом и молнией, примерно то же самое сейчас происходит. И каждый день, видимо, министру нужно показывать результаты своей деятельности, они просто завышают стоимость налогооблагаемого товара, который потом поступает в бюджет и потом через суды возвращается субъектам. Я хотел озвучить свое мнение касательно того, что вот Анатолий Викторович озвучил, что нужно мне провести аудит. Мы обратились в нашу ассоциацию по поводу аудита таможенных формальностей в морских пунктах пропуска, последним из которых или крайним проводил Анатолий Викторович. Он делал там методические рекомендации по процедурам оформления. Мы дали своих юристов, потому что в таможне нет юристов, или они занимаются чем-то не тем. Мы дали свою структуру. Мы, как наша ассоциация, была инициатором того, чтобы на нашей базе объединились все бизнес-компании, то есть и морские перевозчики, и стивидорные компании, и экспедиторы, и таможенные декларанты. Озвучили, что нужно. Мы хотим всего лишь убрать человеческий фактор во время проведения таможенных формальностей с должностным лицом таможни,